Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем видео позвольте рассказать о нотном редакторе Sibelius. Вообще, особое внимание заслуживает помимо Sibelius еще нотный редактор Final. Final является мощной программой, предназначенной для профессионального набора нот. Он оснащен большим количеством шаблонов, библиотек и позволяет экспортировать партитуры и партии в самые различные форматы. Хотя и Final, и Sibelius программы платные, лучше сделать выбор в их пользу, так как они отличаются намного большей функциональностью по сравнению с бесплатными аналогами, например, такими как Music Score. У Music Score довольно неплохой функционал, с помощью которого начинающие музыканты могут освоить набор нот. Однако они менее популярны и востребованы. Но выбор всегда за вами, дорогие коллеги. Используйте тот редактор, который подходит именно вам. Лично мне удобно работать в Sibelius. Sibelius – это нотный редактор, который обеспечивает возможность выполнения всех необходимых операций с нотным набором. Данная программа пригодится композиторам, преподавателям, также аранжировщикам и вообще всем музыкантам. Итак, начинаем серию обзоров про Sibelius с ознакомления. Откройте Sibelius, нажав на значок, да, сразу же открывается вкладка New Score новой партитуре. Здесь мы видим широкий выбор шаблонов партитур для самых разных ансамблей и оркестров. Также в окне быстрого запуска есть еще 4 вкладки. Первый называется Learn, изучение. Здесь есть ссылки на видео уроки сайта производителя, справочная документация, а также онлайн-поддержка. Вкладка Recent показывает нам последнее открытие документа. Вот сегодня, да, вчера, на той неделе, то есть на этой неделе, да, this week, и другие даты. Там у меня очень много. Так, импорт предлагает нам импортировать музыку из форматов MIDI и также XML. Последняя вкладка Latest News, последние новости, дает нам ссылки на официальный сайт разработчиков, где мы можем прочитать последние нововведения. В каждой вкладке нам доступна кнопка Open Other, открыть другое, а также два флажка. Показывать окно быстрого запуска при запуске программы, это первое. И второе, показывать окно быстрого запуска после закрытия последней партитуры. В правом нижнем углу окна находятся кнопки Exit Sibelius 7 и кнопка Close, с помощью которых мы можем выйти из Sibelius. Нажмите на кнопку Open Other, открыть другое. Откроется папка, сколько групп по умолчанию ставится в моих документах. Нажмите на кнопку, на ярлык Sibelius Core. Я уже в этом, да, в Sibelius Core, Examples Score. Здесь мы можем видеть примеры партитур. Вот разные, да, примеры. Давайте выберем файл пиано соло. Открываем, нажав на кнопку Open или двойным щелчком левой кнопкой мыши можно тоже открыть. Интерфейс программы принципиально не отличается от других программ для Windows. В окне программы есть меню, панель инструментов и рабочая область, где, собственно, и располагается нота. Для перемещения по партитуре используется кнопка мыши и клавиатура. Если нажать и удерживать левую кнопку мыши на
по, по пустому месту рабочей области, то можно перемещать ноты. Вот у меня на пустом месте. И вот так я могу вот двигать. Кроме того, можно использовать колесико мышки. Если крутить его на себя, то ноты будут смещать вверх. Если же от себя, то вниз. В изменении масштаба отображения в строке меню View есть инструмент лупа. Двиньте левой кнопкой мыши по той области, которую можно увеличить. Вот. И он приближается, да? Угу. Для более быстрого изменения масштаба можно использовать мышь и клавиатуру. Для этого надо нажать клавишу Ctrl и крутить колесико мышки. Теперь давайте перейдем к плавающим окнам. Плавающие окна называются вот, с панели инструментов меню View. Вот, вид. Здесь мы видим флажки, с помощью которых можно включить плавающие окна. Давайте включим окно Keypad. Ну, он у меня уже включенный. Да? Сейчас выключу и обратно включу. Вот, у меня появляется Keypad. Она служит для ввода нот и является самым важным для работы с программой. Далее еще есть окно Навигатор. В нем отображаются уменьшенные копии страниц партитур. Вот. Положение прямоугольника в этом окне показывает, какая часть страницы сейчас отображена. С помощью этого окна удобно перемещаться по большим многостраничным файлам. Достаточно лишь, удерживая левую кнопку мыши, перетащить курсор. Вы переместитесь в нужную часть партитуры. Также есть окно Keyboard, клавиатура. Он такой же, как и Keypad, служит для ввода нот. Это окно может быть зафиксировано и плавающим окном тоже может быть. Чтобы его сделать плавающим, кликните левой кнопкой мыши по заголовку или перетащите его, удерживая левую кнопку мыши. Вот так я его передвигаю и ставлю его в то место, где мне удобно. Чтобы вернуть его в зафиксированное положение, дважды кликните левой кнопкой мыши по заголовку окна. Вот. Так, далее давайте посмотрим окно Fretboard. Он у меня включенный. Сейчас выключу и обратно включу. Так. Другие надо брать. Итак, что мы видим, да? Fretboard представляет собой виртуальный гриф гитары. Это окно аналогично виртуальной клавиатуры. Далее окно Transport, тоже включенный, да? Вот он. Он очень удобен. Он служит для воспроизведения набранных нот. Есть возможность изменения темпа и перемотки при прослушивании, а также возможность включить метроном. Вот, метроном. Если нажать на кнопку Play, да, вместо нее, кстати, можно использовать пробел. Сейчас включу. Давайте послушаем. Спасибо. Вот, видите, да, зеленую линию? Вот, вот эта линия, вот его можно переместить обратно, да,
в начало или же в конец. Для этого мы нажимаем на кнопки вот Move Playback Line to Start или же на кнопку Move Playback Line to End. Извините за мой английский. Так. Также мы вот эту зеленую линию можем вообще убрать. Как же мы это делаем, да? Вот в меню View, вид, просто нажимаем на флажок Playback Line. Вот он исчез. Давайте сейчас мы попробуем создать новую партитуру. И на этом примере я вам покажу, как это все делается. Давайте закроем. Опять нажимаем New Score, новая партитура. И первым делом мы должны определиться с инструментами, которые мы будем использовать. Sibelius предлагает широкий выбор шаблонов. Выглядят они вот так вот. С помощью колеса прокрутки можно увидеть все. При щелчке по категориям мы можем свернуть их. Да? Вот. Ой. Вот. И так. Вот так вот. Если вы не смогли, например, найти подходящий шаблон, то можете создать ноты с чистого листа. В таком случае нажимаем в разделе «Без категории» на пентаграмму с чистого листа. Видите, новую категорию. Прямо сюда с чистого листа можете создать новую партитуру. Кроме создания нот с чистого листа, можно создавать ноты на основе существующих шаблонов с вашими дополнениями. Давайте для примера мы выберем какой-нибудь шаблон. Ну, давайте вот струнный оркестр. Да? Все настройки, как мы видим, находятся в правой части окна. Чтобы убрать или добавить что-либо из этой партитуры, надо нажать на кнопку Change Instruments, изменить инструменты. И как мы видим, в левой части окна находится весь список инструментов, которые есть в Sibelius. Весь список разделено по категориям. Да, в свою очередь, каждая группа разделена на классы. Например, электрогитара, балалайки, клавишные, да, по классам разделены и тому подобное. Для добавления того или иного инструмента надо выбрать его в списке. Давайте выберем балалайку, давайте, приму балалайку. Мы выделяем и нажимаем на кнопку Add to Score, добавить в партитуру. Ой, 3 раза сделала, ничего. Как видите, в разделе Staves in Score, нотные станы в партитуре, добавились несколько строк, да? Вот. Вы можете еще добавить инструмент по вашему усмотрению. А Sibelius добавляет новые инструменты именно в то место партитуры, где они должны находиться. Если вы не согласны, как программа распределила инструменты, ну, допустим, вы, например, хотите, чтобы это трио балалайк было внизу, да, или в середине, то вы можете поменять порядок расположения нотных станов инструмента и внести свои изменения. Для этого сначала выберите инструмент, вот, допустим, да, и используя кнопки Up вверх и Down вниз, переместить инструмент в нужное вам место. Я его перемещу до самый низ. Для удаления ненужных инструментов также мы его выделяем, да,
И нажимаем на кнопку Delete from Score, удалить из партитуры. Лишние инструменты мы удаляем. Давайте теперь приступим к созданию нот вообще на каком-то примере. Давайте напишем гамму, да? Гамму до мажор, допустим. Давайте ми мажор. Для этого надо вот это закрыть. Так. И нажимаем на кнопку Back, то есть назад. Угу. Выбираем пиано, да, в разделе соло инструменты, нажав на один раз левой кнопкой мыши. Теперь программа предлагает ввести параметры создаваемых нами нот. Вот первый параметр, это page size, да, размер. По умолчанию выбран, тут у нас формат А4. Ниже находятся два флажка, которые позволяют задать ориентацию страницы. Или портретная, или же альбомная. Ну, мы выберем пока портретную. Раскрывающий список House Style предлагает выбрать шрифт, в котором выполнено оформление партитуры. Вот, разные вот есть шрифты красивые. Можете сами поэкспериментировать. Тут меняется стиль и очертания нот. Ну, я выберу пока по умолчанию. Следующий параметр – это размер и темп. Размер устанавливается или из готовых значений, или если же у нас редкий размер, мы вводим его вручную, нажав на кнопку «Прочие». Находится он вот здесь, Other. Вот это вот у нас доли, да, количество долей и длительности, да, какие у нас. Ну, мы поставим пока 4 четверти. То, что из готовых вариантов, 4 четверти. Ниже есть флажок, позволяющий начать из-за такта. Для этого нажмите флажок и введите длину за такта. Вот. Но у нас не будет за такта, поэтому мы убираем. Кстати, вот за такт надо определить вообще в начале, до создания партитуры. Последнее, что осталось ввести в этом разделе, это темп. Да? В раскрывающемся списке представлены итальянские термины. Адажо, ларго, престо, виво. Почти все есть. Но также вы можете ввести вручную вообще другое слово на другом языке. Например, на якутском, да, когда поступают заказы на якутские песенники, например, я всегда пишу на якутском, да. Ой, у меня английский стоит. Бытанык. Вот так можно поставить. Или тюргенник. Колкутук. Юрюляхтик. Вот так можно характер, да, песни тоже писать. Так, также есть у нас метроном. Вот метроном, так. Мы его пока не будем использовать. Так, ну можете заполнить эти поля. Следующее, что надо ввести, это тональность. В раскрывающемся списке
выберем нужную группу тональности, да. Мы выбрали ми мажор, да, я говорила ми мажор, он так неправильно стоит, нажимаем. Так, что компьютер у меня тормозит. И последний раздел информации о партитуре. Ой, тут у нас вообще поменялось. Так, информация о партитуре. Title. Ну, тут надо ввести название, да? Это заголовок. Ну, давайте напишем гамма. Давайте композер-сонграйтер. Это у нас композитор-песенник. Ну, автор слов. Полилирик это автор слов, а поликопирайт это авторские права. Они располагаются внизу партитуры. Ниже стоит флажок Create Title Page, создать титульный лист. Если хотите, можно к вашим нотам создать обложку. И последнее поле Other Information, прочей информации. В этом поле можете указать любую информацию, которую сочтете нужной. Теперь, после того, как мы заполнили все поля, мы можем просмотреть параметры, создаваемые партитуры, чтобы проверить, все ли введено верно. Проверяем. Вроде все верно. Ну, точно все верно. И мы нажимаем на кнопку Create. Создать. Как видите, программа создала файл со всеми параметрами, в которые мы указали. Далее расскажу о способах набора нотного текста. Программа Sibelius позволяет набрать ноты различными способами. Можно использовать мышь, клавиатуру и с помощью MIDI-клавиатуры. Также есть возможность набрать и с помощью виртуальной клавиатуры или виртуального грифа гитары. Самым продуктивным является совмещение нескольких вариантов ввода нот. У меня уже включен окно Keypad. Я вам показывала ранее, да, как включать. Это самый простой и самый популярный способ ввода нот. Здесь мы выбираем длительности, знаки альтерации, если нам это нужно, и расставляем эти нотки в нотном стане. Вверху есть несколько вкладок. Здесь есть разные варианты написания нот, форшлаги. Ну, все довольно просто. Если хотим какой-то значок, мы его выделяем и указываем место, где он должен стоять. Ну, например, давайте начнем. Если даже нечаянно не ту ноту нажали, можно стрелкой клавиатуры вот так вот поднять или отпускать. Так, значит, послушаем. Для этого я вам говорила, что можно нажать пробел, да, в клавиатуре. Как мы удаляем лишние такты? С помощью Ctrl. Мы его двойным щелчком, или можно и по одной, да? Но я обычно делаю двойные щелчки, чтобы всю строку охватить. И нажимаем Delete.
После того, как вы набрали нотный текст, значит, как мы его экспортируем? Нажимаем на файл, далее заходим на экспорт, и тут разные варианты экспортов, да. Я обычно на PDF экспортирую. Вот нажимаю PDF, тут введу название нашего произведения и нажимаю кнопку экспорт. Так, ну я Сибелиусом пользуюсь только 5-й год, и с каждым разом я открываю для себя что-то новое. Конечно же, возможностей этой программы очень-очень много. Надеюсь, мой видеоурок был полезен для вас. Если будут какие-то вопросы, можете спрашивать или как-нибудь еще раз, да, расскажу уже более углубленно, потому что времени вообще не хватает на все. Ну все, спасибо всем за внимание. До свидания.